أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Худа Медиа представляет передачу «Хиджаб. Адат или Ибадат». Ведущий шейх Мусат Анвар. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Хвала Аллаху, который наделил нас своей милостью и ограничил нас по своей мудрости, великому и сильному. Никто не защитит от Него, обладателя славного трона. Мощный и могучий преславен Он. Царство принадлежит Ему, и решение принадлежит Ему, и повеление принадлежит Ему, который решает и поступает по желанию своему. Я восхваляю Его, преславен Он, и благодарю Его. Я прошу у Него прощения, каюсь Ему, и прошу Его о милости. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Царство принадлежит Ему, и хвала Ему, и Он свидетель всего. Я также свидетельствую, что наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, величие, слава и крепость тому, кто подчинился Ему и последовал за Ним, и униженность, позор и бесчестие тому, кто ослушался Его, противоречил Его велениям и потакал своим страстям. А затем, порою мы слышим печальные речи, что нам о хиджабе говорят. Порою мы слышим печальные речи, что о хиджабе нам говорят. Мол, платки повязали на шее и плечи, а то, что под ними, лишь гнилость и смрад. Нет, сестры, лишь только в хиджабе защита для вас от тех, кто глазами людей раздевает и не притупляет в стеснении глаз, а видя укрытых, от злости взвывает. В сегодняшней передаче наш разговор пойдет о самой первой ошибке всех женщин. Самая явная и опасная из ошибок женщины – это непокрытость головы, нарядность, нагота и неодевание хиджаба. Это и есть самая явная из всех ошибок женщин. Ошибка, которую видят и сельский, и городской, и малый, и взрослый, и нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Я хочу обратиться ко всем мусульманкам. Я спрашиваю вас, почему вы отвергаете хиджаб? О мусульманка, о внучка Хаджар, и Сары, и Айши, и Хавсы, и Хадиджи, и Фатимы, о дочь Ислама, о внучка Умара, Абу Бакра, Саада, Али и Усмана, Саида. Почему ты отказываешься от хиджаба? Почему ты отказываешься от почета, оказанного нашим Господом тебе? Ты упорствуешь в войне с Аллахом, грехами и ослушаниями, не прикрываясь и наряжаясь. Почему? Ты упорствуешь в распространении непристойности, разврата среди верующих. Почему? Ты содействуешь врагам ислама, которые работают над тем, чтобы оголить мусульманок. Почему? Почему ты отказываешься от хиджаба? О, сестра моя! О, дочь моя! О, сестра! Почему ты отказываешься от хиджаба? Заклинаю тебя твоим Господом. Ответь мне честно. А готова ли ты к встрече с Аллахом в таком положении? Заклинаю тебя твоим Господом. Представь, что если бы ты умерла, а ты наряженная и неприкрытая, будешь ли ты в положении, которым доволен Аллах и которым довольна ты? Заклинаю тебя твоим Господом. Ответь мне честно.
если бы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был живым среди нас, и он встретил бы тебя по дороге, была ли бы ты рада тому, чтобы он увидел тебя в таком положении? Если бы я шел по дороге, а со мной моя жена в хиджабе, и мы бы увидели бы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то я бросился бы к нему, поцеловал бы его руку, поцеловал бы его в голову и сказал бы: это моя жена, скромная, дорогой плоти, воспитанная, которая, услышав твое повеление, поспешила исполнить его. Заклинаю тебя твоим Господом. Представь, что ты в этом положении, и встречает тебя посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Подошла ли бы ты к нему? Или пожелала бы, чтобы земля раскололась и поглотила тебя от позора и стыда, если в твоем сердце есть хоть капелька веры? Сестра моя, почему ты не носишь хиджаб? Почему ты отказываешься от того почета, который оказывает тебе наш Господь? Почему ты упорствуешь в войне с Аллахом, грехами и ослушаниями? Почему ты содействуешь врагам ислама, имеющим всемирные дома моды, которые выставляют различные модели для оголения мусульманок? Почему ты упорствуешь в распространении непристойности среди верующих? Ислам высоко оценил тебя. Почему же ты даешь себе низкую цену? Господь наш вознес тебя до вершин небес. Так почему же ты утопаешь в грязи, в глине, в позоре и в бесчестии? О Аллах, наставь на прямой путь всех мусульманок. Если спросить тебя о причине твоего ослушания, ты можешь ответить: клянусь Аллахом, о шейх, хиджаб – это персидский обычай. Хиджаб – это обычай турков, сельский обычай, и нет у него отношения к религии. А тот хиджаб, о котором говорится в религии, это хиджаб сердца и только. А как одежда, только обычай персидский, турецкий, сельский, нет у него отношения к религии. То я скажу: преславен ты, о наш Господь. Это великая клевета. О благородная, любезная сестра, хиджаб из религии. Хиджаб – повеление Аллаха. Хиджаб – повеление пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Кто сказал, что хиджаб не из религии? В Коране множество аятов, повелевающих носить хиджаб, а в Сунне более 20 достоверных преданий пророка. Все они повелевают носить хиджаб, или в них упомянут хиджаб. Говорит Аллах, преславен Он и велик в суре Свет: «О Аллах, освети наши сердца и наши могилы, и нашу дорогу через мост». Говорит Аллах: «И скажи верующим женщинам, чтобы опускали свои взоры и берегли свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ свои украшения, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди». Говорит Аллах, превелик Он и славен: когда вы просите, то есть у женщин, то просите из-за занавеса. Это чище для ваших сердец и для их сердец. Говорит Всевышний: «О пророк, скажи своим женам и своим дочерям и верующим женщинам, чтобы они носили покрывало. Так их будет легче узнать, то есть отличить от рабынь и блудниц, и не будут они подвергнуты оскорблениям. Сказал Всемогущий всем мусульманкам: оставайтесь в своих домах и не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества». Неприкрытость и нарядность – это есть невежество и отсталость, а прикрытость – это цивилизация. И я говорю это тому, кто говорит, не зная, что хиджаб не относится к исламу и что это только обычай. Я говорю им: поистине Аллах повелел носить хиджаб всем женщинам во все времена и во всех шариатах. Все посланные пророки, мир им, обязательно повелевали женщинам своей общины носить хиджаб. Действительно,
Хиджаб относится к древним небесным вопросам. Послушайте. Хиджаб был из известных дел со времен пророка Ибрахима, мир ему, и продолжал быть известным между всеми пророками того времени, вплоть до появления христианства. И этот текст из книги «Бытия» христиан и иудеев, глава 24. И, кстати, они принимают его. Вот этот текст. «И посмотрели сопровождающие, и она тоже, и увидели Исаака. И спешилась она с верблюда и спросила слугу: кто этот человек по полю к нам навстречу идет? На что слуга ответил: это мой господин. Тогда она взяла хиджаб и одела его». Хиджаб известен у иудеев, есть ему основа и у христиан. Известен в каждом шариате, который был дан каждому пророку, мир им, известен в единственной религии Аллаха, исламе. Также в книге «Бытия», глава 38, сказали Самаре: «Это твой тесть идет стричь овец своих». Тогда она сняла с себя вдовичье, закрыла лицо и завернулась. Значит, у никаба тоже есть основа, ведь она закрыла лицо и завернулась. Преславен великий Аллах. Говорит Банис в своем письме обитателям Куронасус: каждая молящаяся женщина с непокрытой головой навлекает на свою голову позор. В таком случае хиджаб из религии. Хиджаб – повеление Аллаха и повеление Его посланника, да благословит Его Аллах и приветствует. У нас более 20 пророческих хадисов, и все они о хиджабе. В них либо прямое повеление, либо упоминание о хиджабе. Из них в качестве примера то, что передал имам Ахмад, и имам Насаи, и Тирмизи. Хадис хороший, достоверный, от сына Умара, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тот, кто будет высокомерно волочить свою одежду по земле, то не посмотрит Аллах на него в судный день. И спросила его Саляма: как же поступать женщинам с их подолами? На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: пусть отпустит немного, на 5. Она сказала: тогда обнажатся их голени. На что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тогда пусть отпустят на локоть, и не более. О мой Господь! Женщина отпускает свою одежду ниже щиколотки на локоть, не более. Передают имамы Бухари и Муслим от Айши, да будет доволен ею Аллах, жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, что она сказала в одной истории: однажды Сафван ибн Мутталь ас-Сулейми шел позади всего войска. Он вышел в путь ночью, и когда оказался у моего привала, то увидел тень спящего человека. Подошел и узнал меня, так как он видел меня до того, как был вменен в обязанность хиджаб. Все жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, носили хиджаб и закрывали лицо, и это единогласно. Айша продолжила: «Я проснулась от его слов: все мы от Аллаха и к нему наше возвращение», и поспешила закрыть свое лицо покрывалом. То есть она закрыла свое лицо покрывалом. Также передают Бухари и Муслим от Айши, да будет доволен ею Аллах, что она сказала: верующие мусульманки посещали утреннюю молитву вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, завернувшись в их плащи, а после завершения молитвы возвращались в свои дома, и никто не мог узнать их в темноте. Это было одеяние из шерсти, которым женщина покрывала свое тело. О, сестра моя! О, та, которая говорит: хиджаб – это турецкий. Хиджаб – это персидский обычай. Нет у него основы в религии ислам. Слышала ли ты речь нашего Господа? Слышала ли ты речь нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует? И все же, после того, как ты услышала речь нашего Господа и речь нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, все еще упорствуешь в неношении хиджаба? Все еще опровергаешь? Все еще отказываешься? Хиджаб – это повеление Аллаха, повеление пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Хорошо. Но почему же ты отказываешься от хиджаба? Ты говоришь, что хиджаб – это отсталость. Хиджаб – это шаг назад.
Представьте себе, что в исламских странах кто-то пишет, что хиджаб – это шаг назад. Наряженность, нагота, обнажение животов, груди и спины, ног выше колен и одевание брюк – разве это прогресс? То есть хиджаб – отсталость, а наряженность и непокрытая голова – это прогресс? О Аллах, помилуй нас. О Аллах, не взыщи с нас за то, что делают неразумные из нас. О сестра, обнаженность, наряженность и непокрытость головы – это и есть отсталость. Это и есть падение человека с человеческой степени на животную степень. Сказал Всевышний Аллах: «И не наряжайтесь, как наряжались во времена первого невежества». Клянусь великим Аллахом, если бы они были справедливы, то сказали бы, что наряженность – отсталость, что обнаженность – это падение, что непокрытость головы – это шаг назад. О, сестры мои, поистине Аллах отличил человека многими вещами от животного, и одно из них – прикрывание своего тела. О, сестра, прикрывание наготы – это из милости Господа к нам. Сказал Аллах, свят Он и велик: «О сыны Адама, мы не спаслали вам одеяние для прикрытия срамных мест и украшения. Однако одеяние из богобоязненности лучше. Господь наш даровал нам такую милость, как прикрытие, но кто-то все же скажет: нет, хиджаб – это отсталость, и что прикрытие – это падение и шаг назад. Разве всякий раз, как прогрессирует женщина, она должна укоротить одежду на 5? И всякий раз, как становится цивилизованней, она должна сузить одежду на талии на несколько сантиметров? Или всякий раз, как прогрессирует женщина, она должна обнажить что-то из своего тела? Враги ислама, враги застенчивости, враги прикрытия, погрязшие в распутстве, нечестии и в грязи, внушают женщинам, что хиджаб – это отсталость, что нужно быть свободными, цивилизованными, что, по их мнению, проявляется в неношении хиджаба и в тесном общении с мужчинами. И они продолжали это до тех пор, пока она не начала ходить в парк, на набережную, сидеть на уличных скамейках, ей стало нравиться влюбляться. Они говорят: отлично, но мы хотим еще. И продолжали до тех пор, пока не раздели ее полностью, кроме куска материала, которым она с трудом прикрывает срамные места на пляже. Мусульманка на побережье в мае, а муж и отец, сидя на стуле, довольные, крутят свои усы. А где же мужество? Они говорят: отлично. И продолжали все это до тех пор, пока она не стала служанкой в самолетах, в барах и в ресторанах. Они эксплуатируют ее наихудшим образом. Они унижают ее, оказывают неуважение. Они говорят: вот это и есть прогресс и свобода. Нет. Сомнительно, что если женщина поднимет свое платье, она станет цивилизованнее. Это отсталость, дочь моя. Это отсталость и падение. Затем, что же это за мерзость слышна от женщины, которая описывает повеление Аллаха отсталостью? Кто повелел носить хиджаб? Аллах. Что, речь нашего Господа – это отсталость? А кто повелел прикрываться? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Речь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это шаг назад? О Аллах, наставь нас на прямой путь. И ты, о раба Аллаха, почему не носишь хиджаб? Ты говоришь: хиджаб, откровенно говоря, тюрьма и оковы. Он мешает мне наслаждаться жизнью. Не здоровайся с этим, здоровайся с тем. Не ходи туда, ходи сюда. Тюрьма. А ведь я еще молодая. Мне только 20 лет. И я хочу наслаждаться жизнью, а хиджаб – это тюрьма и оковы. Он мешает наслаждаться девушке жизнью. Он мешает наслаждаться девушке жизнью? Я скажу ей: бедняжка. Кто обманул тебя этим разговором? Кто сказал, что шариатский хиджаб мешает прогулке, наслаждению, разрешенному увлечению и туризму в рамках шариата? Разве мешает хиджаб девушкам учиться или обучать? О, благородная моя сестра, объясни мне, каких это наслаждений тебя лишает хиджаб?
Разве что, если ты считаешь обнаженность наслаждением. Если ты считаешь кусание парнями твоего мяса наслаждением. Разве что, если ты считаешь нахождение среди мужчин наслаждением. Разве если ты считаешь выход обнаженной на побережье наслаждением. Разве что, если ты считаешь развивание твоих волос на дискотеке наслаждением. Это не наслаждение. Это позор. Это срам. Это недостаток. В действительности, хиджаб не мешает дозволенному наслаждению, дозволенному увлечению и туризму в рамках шариата. Я спрашиваю тебя, почему ты не носишь хиджаб? Почему не хочешь оказать себе почет тем, чем оказал тебе почет Аллах? Ты скажешь: о, шейх, я бы одела, но мой отец не хочет. Мой отец отвергает. Мой муж отвергает. Я скажу тебе: о, благородная моя сестра, если бы твой отец запретил тебе совершать намаз, послушалась ли бы ты его? Ты скажешь: нет, и твердо скажешь: хорошо. Если бы твой муж повелел тебе украсть, послушалась ли бы ты его? Ты скажешь: нет. Если бы твой муж или отец сказали тебе: поставь руку в огонь, послушалась ли бы ты их? Ты бы сказала: нет, отойдите от меня. Хорошо, о дочь моя, носить хиджаб обязанность, намаз обязанность и хиджаб обязанность. Аллах, тот, кто обязал намаз, Он же обязал и хиджаб. О дочь моя, твой выход на люди без хиджаба – это большой грех. Клянусь Всевышним Аллахом, дочь, если ты умрешь в таком положении, и Аллах не проявит к тебе милость, ты можешь попасть в огонь. Нет повиновения сотворенному в ослушании Творца. Вот речь господина нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Этот хадис передал имам Ахмад. Сказал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует: нет повиновения сотворенному в ослушании Творца, свят Он и велик. О, дочь моя, если ты будешь слушать того, кто призывает тебя ходить обнаженной, то он, клянусь великим Аллахом, не поможет тебе в судный день, не поможет тебе при смерти, и, клянусь Аллахом, не поможет тебе в могиле. Более того, отречется от тебя в судный день. Прочти слово благословенного Всевышнего, когда те, за кем последовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Повиновение Аллаху есть повиновение в одобряемом. Нет повиновения сотворенному в ослушании Творца, свят Он и велик. Хорошо, я спрашиваю тебя, почему ты отказываешься от хиджаба? Ты скажешь мне: о, шейх, да, хиджаб обязанность, но не для нас. Обязанность для жен пророка и для его дочерей. Кто слушает и читает такую странную речь? Разве Коран устарел, потерял свою актуальность? Они говорят: нет, 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 хиджаб – это отсталость. Нет, 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 хиджаб – это только для жен пророка. А иногда находится человек, время его состарило, ему 80 или 90 лет, и он говорит: нет, 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 хиджаб не нужен. Хиджаб – это сельский обычай. Ты, наверное, смеешься. Разве хиджаб только для жен пророка? Разве хиджаб только для дочерей пророка? Ты хоть раз в жизни читала Коран? Ты хоть раз в жизни смотрела в Коран? Ты-то скажешь: конечно. Ты не читала. Если бы ты читала, то нашла бы, что хиджаб обязанность для жен пророка, для дочерей пророка и для всех мусульманок. Сказал Аллах, свят Он и велик: о пророк, скажи своим женам, своим дочерям и женщинам верующих, всем женщинам, чтобы они носили покрывало. Так их будет легче узнать, то есть отличить от рабынь и блудниц, и не будут подвергнуты они оскорблению. Заметили ли вы, что Аллах сказал и всем женщинам? Допустим, если Аллах обязал хиджаб только женам и дочерям пророка, но сказано ведь женщинам, что жены и дочери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, хороший пример для них. На это некоторые сказали бы: где мы и где дочери пророка? Где мы и где жены пророка?
вместо того, чтобы сказать «будьте похожи на них», ибо подобие благородным есть успех. Хиджаб – обязанность каждой мусульманки. Хорошо, я спрашиваю тебя, почему ты не носишь хиджаб? До каких пор ты будешь ходить в обтягивающих брюках и джинсах? До каких пор ты будешь дешевым товаром, который хватают собаки и волки из числа людей? До каких пор? Почему ты отказываешься от хиджаба? Ты скажешь, я не одену хиджаб, откровенно говоря, потому что есть многие носящие хиджаб, и я знаю таких. Они не соблюдают этикета ношения хиджаба. Да, есть такие. Но они только в хиджабе. При первой же возможности они бы сняли его. Более того, есть носящие хиджаб только для того, чтобы просить милостыню. О, дочь моя, смотря на религию, судят о людях. Они по людям судят о религии. То есть я хочу сказать, что разве нет среди носящих хиджаб хоть одной праведной? Конечно, есть. Теперь давай посмотрим, сколько же среди носящих хиджаб праведных? 1, 2, 10, может 100, а может 1 000 000? Разве нет? Разве ты по одной обманщице судишь о миллионах носящих хиджаб? Нет, конечно. Есть носящие хиджаб праведные, благочестивые, молящиеся, поклоняющиеся. Есть даже носящие хиджаб, о которых можно подумать, что они сподвижницы пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В этой умме будет благо до тех пор, пока наш Господь не унаследует землю. Почему ты живешь среди своих сестер, как муха, которая не садится, кроме как на грязное? Почему ты замечаешь только плохое? Если бы ты сама была бы хорошей и сердце чистым, ты бы замечала только хорошее. Теперь скажи мне, если мы поймаем жуликов, ворующих в мечети, как нам поступить? Отрезать руку по закону Аллаха? Или же разрушить мечеть? А если мы поймали бы вора во время обряда хаджа, то что бы должны были сделать власти Саудовской Аравии? Отрезать руку по закону Аллаха? Или запретить хадж? Сказал Господь, и не понесет ни одна душа бремени другой. Послушай меня, одень хиджаб, одень, как повелел Аллах и как повелел его посланник, и будь примером, на который будут указывать. Это и есть хиджаб. И будут говорить небрежно носящим: видишь ту сестру? Видишь ту сестру? Это и есть хиджаб. Это и есть пример. А ты говоришь, что носящие хиджаб не соблюдают этикет хиджаба. Если спросит тебя Господь наш судный день, почему ты не носила хиджаб, ты что, дашь ему тот же ответ? Я спрашиваю тебя, почему ты упорно не одеваешь хиджаб? Ты скажешь, хиджаб – это палатка. Это палатка. Он придает дикую форму, одевать черное и все такое, как будто одета палатка. Он скрывает мою красоту и искажает мой образ. Я скажу ей: о, рабыня Аллаха, о, дочь моя, кто тебе эту красоту вообще дал? Разве не Аллах? Ты что, воюешь с Аллахом за милость к тебе? Ты не слушаешься Аллаха за его милость к тебе? Хорошо. Разве Господь наш не может вмиг изуродовать тебя? Заболеешь, к примеру, кожной болезнью или обожжешься, и хочешь ты того или нет, будешь закрывать лицо и тело. Ты не слушаешься Аллаха за его милость к тебе. Господь наш дарует нам красоту, а мы будем с ним воевать грехами и ослушаниями, показывая эту красоту тому, кому нельзя. Побойся Аллаха, о рабыня Аллаха. И кто тебе сказал, что хиджаб скрывает красоту? Да, хиджаб скрывает красоту, но от чужих, от лишних, от тех, кому нельзя видеть эту красоту, и хранит этот жемчуг для его хозяина, для твоего мужа. Он тот, кто имеет право любоваться этой красотой. И поистине, клянусь нашим Создателем, великим Аллахом, порочные и нечестивые хотят, чтобы женщина выходила без платка, без хиджаба, бессовестно, кокетливо, чтобы вонзить в нее свои грязные глаза. О, сестра моя, почему ты отказываешься от хиджаба? Некоторые женщины говорят скверные слова, страшные слова. Я не верю в хиджаб.
И почему я должна верить в хиджаб? Я скажу ей: веришь ли ты в Аллаха? Она скажет: конечно. Я верю в нашего Господа больше тебя. Я скажу ей: хорошо, да благословит тебя Аллах. Если ты веришь в Аллаха, то Всевышний Аллах говорит в своем благородном Коране: но нет. Клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не сделают тебя судьей во всем, что запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения и не подчиняться полностью. Разве ты верующая? Верующая отдается на волю своего Господа, исполняет его повеление, хоть даже не понимает причины. Господин наш Умар, когда целовал черный камень, сказал: я знаю, что ты камень, не вредишь и не помогаешь. Но если бы я не видел, как посланник Аллаха целует тебя, то я бы не поцеловал тебя. Посмотри на его подражание. Посмотри на его возвеличивание пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Посмотри на его возвеличивание Аллаха. И ты считаешь себя верующей? Ты говоришь, что ты не веришь в хиджаб. Во что ты не веришь? В речь нашего Господа? В речь господина нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует? Что, мы уже осмелились подводить итоги и философствовать даже об Аллахе? Даже о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Наш Господь сказал в своем Коране: для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии решения, если Аллах и его посланник уже приняли решение. То есть мы не выбираем. Аллах сказал, наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, и все. Я вообще не имею права, кроме как сказать: слушаемся и повинуемся. Твоего прощения мы просим, наш Господь, и к тебе предстоит возвращение. Послушай меня, о сестра моя. Действительно, верующие женщины во времена пророчества, услышав аят хиджаба, чем они ответили? Говорит Айша, да будет доволен ею Аллах, в хадисе, передаваемом имамом Бухари: да помилует Аллах первых переселившихся женщин, которые услышали аят хиджаба, порвали свои плащи и укрылись ими. Как только женщины услышали, что ее Господь повелевает им носить хиджаб, и они были в гостях у Айши, в тот же миг они одели хиджаб. А в доме Айши в тот день было более 60 женщин, и ни одна не вышла без хиджаба. И ты говоришь, что ты верующая, и не веришь в речь нашего Господа. Не веришь в речь нашего Господина, пророка, да благословит его Аллах и приветствует. О та, которая говорит: я не верю. Ради Аллаха скажи, если бы ты, например, заболела и пошла бы к врачу, и он бы тебе выписал лекарство и сказал бы тебе: одна таблетка с этого каждый день, с того 2 таблетки, это перед сном, это перед едой. Разве ты скажешь врачу, что не будешь принимать лекарства? А на его вопрос «почему?» ответишь: я не верю в них. Если ты скажешь ему, что не веришь в лекарства, то он скажет тебе, что ты ненормальная, не понимаешь, и ты неразумная. Разве ты врач? Или разбираешься в медицине больше врача? Если мы поступаем так с некоторыми людьми, то не с нашим Господом. Наш Господь — это тот, кто создал тебя из небытия, наделил тебя обильными благами, здоровьем и красивым телом, которые ты выставляешь на показ. И после всего этого, когда Аллах повелевает тебе, ты скажешь ему: я не верю. Ты скажешь: я не верю в твою речь, о посланник Аллаха, да благословит тебя. И после этого мы еще надеемся на Аллаха. О Аллах, прости нас. Хорошо. Я спрашиваю тебя, почему ты не хочешь одевать хиджаб? Ты скажешь: честно говоря, о шейх, я верю в хиджаб. Это речь нашего Господа. Я знаю, что было повеление о нем, ниспосланное в суре Свет и в суре Сонный. Я знаю это, и я верю. Но я еще маленькая. Я еще не подросла. Вот когда мне будет лет 50 или 60, тогда я одену. Я ведь еще молодая, только 20. Мое время еще не подошло. Это речь нашего Господа, да, но еще не подошло время, я еще не выросла. Хорошо. Тебе вопрос. Есть ли у тебя гарантия от смерти? Есть ли у тебя гарантия? А ручаешься ли ты за то, что ты проживешь еще секунду? Жизнь в руках Аллаха, и для каждого есть предписание. Разве ты не знаешь, о откладывающая, что смерть чаще приходит в молодости? О, дочь моя, сколько из вас, молодых,
дожила до 80, 90, да хоть до 70 лет. Если даже и найдешь, то можно пересчитать по пальцам. И эти старые люди, которые живут среди нас, указывают на то, что смерть чаще приходит в молодости. Послушай красивые слова одного поэта. «О, как же много тех, кто утром, выходя из дома, лишь для услады тела и потех, вернется вечером к пристанищу другому. Как много тех, кому с утра готовят саван, тогда как день и час ни одному рабу не ведом. Ты думал, утреннее я совершу попозже, но по тебе молитву прочитали мы к обеду. Вот ты, разве ни одна подружка не умерла в молодости? Разве ни один из твоих близких не умер? Разве ты не знаешь хоть кого-нибудь, кто умер в расцвете молодости? Может быть, ты завтра окажешься на ее месте? Поспеши, о дочь моя. Клянусь великим, я волнуюсь за тебя. Поспеши подчиниться Аллаху до того, как придет к тебе смерть, и будешь погребена в могиле, в темной яме, в доме червей. Почему ты не хочешь одевать хиджаб? Ты скажешь, я одену, клянусь Аллахом, я одену, но когда выйду замуж, когда посватается ко мне порядочный, праведный человек. Хорошо. Скажи, разве порядочный человек женится на наряженной, выставляющей на показ? Нет. Не найдется ни одного праведного, который бы взял обнаженную, потому что праведный ревнивый, он мужчина. У него кровь горячая, не холодная и не бледная. То есть он мужчина, и у него ревность. Он дорожит своей честью и своей плотью. И пока ты так одета, не придет к тебе никакой праведник. Не придет. Порядочный, праведный мужчина возьмет только ту, которую выбрал ему посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, выбирайте религиозную. Я знаю некоторых, которые молятся с юного детства, и знаю тех, которые вообще не молятся. Они говорят, я намерен жениться. А когда спрашиваешь, а на какой ты хочешь жениться, они отвечают ту, которая носит хиджаб. Пускай даже не совершает намаз, а носит только из-за обычаев. Не считая тех, кто вырос в доме, в котором отец и брат мужественные, и все в доме мужественные, которые дорожат своей честью. Поэтому, о дочь моя, не давай шайтану обмануть себя ожиданием порядочного, справедливого человека, потому что пока он придет, может прийти смерть. Я спрашиваю, почему ты не хочешь одевать хиджаб? Почему ты отказываешься? Ты скажешь, я-то хочу, но просто боюсь, что люди начнут смеяться надо мной. Разве, шейх, вы не видите в фильмах, в театрах, на карикатурах, везде пишут анекдоты о хиджабе? О, шейх, они называют носящую хиджаб демоном. Говорят, она носит палатку, отсталая, безграмотная. Я боюсь, что у меня от этого голова разболится. Я скажу тебе, разве ты стыдишься скромности? Ты стыдишься одеяния чести? Ты стыдишься скромности, непорочности и прикрытости? Как нечестивая, которая не стыдится ходить с непокрытой головой. О, дочь моя, это ненормальные люди, и они объявляют о своей ненормальности. И еще добиваются своих прав даже в исламских странах. Ты, о милая дорогая, неужели стыдишься одеть хиджаб? Стыдишься от одеяния прикрытия и скромности? Поистине мы принадлежим к Аллаху, и поистине к Нему наше возвращение. О, дочь моя, есть хотя бы один человек, кем были бы довольны все люди? Есть ли среди людей такие, которые удовлетворяют всех людей? Удовлетворить всех невозможно. Невозможно. Терпи. Одень хиджаб и терпи. И послушай эту радостную весть, чтобы твое сердце успокоилось. Передают имамы Тирмизи и Абу Дауд в достоверном хадисе. Подтвердил его достоверность шейх Альбани, да смилуется над ним Аллах. Сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Поистине, придут после вас трудные дни. Терпение будет трудным в них, как держать в руке раскаленный уголь. Придерживающимся в них будет награда, подобная 50 придерживающихся того, чего я придерживаюсь.
Есть другая версия этого хадиса, и она заканчивается «награда 50 из вас», то есть подвижников, придерживающиеся своей религии, держащиеся за нее хваткой, как держащий раскаленный уголек, ему награда 50 сподвижников. Какая же это радостная весть тебе, если бы ты одела хиджаб. Хоть даже люди будут издеваться над тобой, тебе награда 50 сподвижников. Клянусь великим Аллахом, если бы даже не было бы пользы от хиджаба, кроме этой награды, то ее более чем хватило бы. И еще, о дочь моя, с заботой неверных и распутников, нечестивых и развратников, лицемеров, всегда было издеваться над верующими. Они издевались даже над пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Они назвали его поэтом, колдуном, предсказателем и сумасшедшим. Послушай эти аяты. Может быть, они положительно повлияют на твое сердце. Сказал Всевышний: грешники смеялись над теми, которые уверовали. Эта тема постоянная. Но верующие еще посмеются над ними. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу. Они говорили друг другу: посмотри, посмотри, видел ту? Она вызывает удивление. Одетые в белую одежду считают себя выше всех. А если будет проходить рядом лицо, которое закрыто, они скажут друг другу: брат, да она похожа на демона, и засмеются. Проходя мимо них, они подмигивали друг другу. Возвращаясь к своим домам, они возвращались шутя. Сразу придумаю об этом анекдоты. А увидев их, то есть когда нечестивцы видели придерживающихся верующих, а увидев их, они говорили: воистину, эти впали в заблуждение. Религия говорит тебе: оставь бороду такой длины. Религия говорит тебе: одень свою жену таким образом. А что еще должна говорить религия? Одень цепочку? Жуй жвачку? Накрась помаду? Говорит, чтобы ты одела джинсы, короткую кофту, демонстрировала все это. Разве такая религия тебе нравится? Но ведь это не религия пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это путь шайтана, так как шайтан раскрашивает мерзости. Хорошо. Почему ты не хочешь носить хиджаб? Ты скажешь: клянусь, я не могу терпеть жару. Одеть длинный балахон, платок, повязки и так далее. Я не могу терпеть жару. Не смогу. Хорошо. А как же зима? Одень хиджаб. Начни прямо сейчас и дай обещание Аллаху. И проси у него: о Аллах, дай мне помощь носить хиджаб летом и зимой. Я удивляюсь, когда она говорит, что не может вытерпеть жару. А ведь она и зимой, и летом оголяет свои части тела. О Аллах, ты терпишь зимой холод из-за того, что это мода, шик. Зимой ты оголяешь части тела, когда, как мы, укутываемся во все, что можно, дабы не замерзнуть. А тут, видишь, ходят обнаженными. Неужели ты не чувствуешь холод? Ты обнажаешься зимой и терпишь холод подчинением шайтану. Ты обнажаешься летом и терпишь эту жару подчинением шайтану. Почему? Потому что это мода. Проявляй терпение подчинению милосердному. Терпи ради Аллаха. Терпение необходимо проявлять предопределению, повелению и запретам. Проявляй терпение перед приказами Аллаха. Почему ты упорствуешь в послушании Аллаха и не упорствуешь в подчинении Ему? Ты усердно, терпеливо и стойко, когда ослушаешься Аллаха, и нет у тебя усердия, терпения и стойкости в подчинении Ему. Ты говоришь, что не хочешь носить, потому что жарко. Наш Господь сказал пророку во времена лицемеров: скажи, о пророк, адский огонь жарче, если бы они знали. Почему же ты не носишь хиджаб? Ты скажешь: клянусь, о шейх, у меня все подружки не носят его. Я учусь в университете и должна одеваться модно, шикарно. Ни одна из подружек не носит хиджаб. Мои подружки не носят хиджаб, точно так же и я не ношу. О, дочь моя, разве многочисленный разврат указывает на дозволенность? Если разврат распространен в твоем окружении, это что означает? Что он дозволен? Наш Господь сказал в Коране: если ты подчинишься большинству людей на этой земле, то они собьют тебя с пути Аллаха. О, шейх,
Я одеваюсь так, как одеваются другие девушки, как одеваются мои подружки. О, дочь моя! Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: не будьте прислужниками, то есть в висячем положении, при котором нет своего мнения. Нет, ты мусульманка, ты особая личность. Где же повеление Аллаха? Где же повеление посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Выполняй их повеление. Она говорит: о, шейх, я не отрицаю хиджаб, я его одену. Только подожди немного. И вообще, хиджаб — это хиджаб сердца. Я целый час говорю: хиджаб, хиджаб, хиджаб. А ты говоришь: хиджаб — это оболочка. Это оболочка. Одна из певиц или танцовщиц говорит, что хиджаб — это хиджаб сердца, то есть внутренний хиджаб. А внешний хиджаб — это оболочка. Значит, люди покрыты оболочкой. Кто-нибудь слышал, что в религии есть оболочка? Вся религия — сердцевина, вся религия значима. Все, что Всемогущий приказал, это великое. Все, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал, это великое. И они говорят: оболочка. Хорошо, хиджаб — это хиджаб сердца, а мое сердце чистое и верующее в Аллаха. О, верующее в Аллаха! Ты думаешь, что сердце твое наполнено верой? Ты лжешь. Клянусь Аллахом, ты лжешь. Все, кто не носит хиджаб и говорят, что их сердца наполнены верой, они лгут. Почему? Потому что если сердце будет здоровым, то внешность будет соответствовать повелениям Аллаха. В каждый сосуд заливают что-нибудь. В сосуд для благовоний заливают благовония. В сосуд для смолы заливают смолу. Если твое сердце было бы чистым, здоровым, то ты не ходила бы раздетой. Это невозможно. Невозможно. Почему же ты не хочешь носить хиджаб? Клянусь Аллахом, о шейх, у меня много одежды, платья разные. Если будет на то воля Аллаха, когда они испортятся, то я выброшу их и начну носить хиджаб. Нет, о дочь моя. Может быть, ты умрешь, а твоя одежда останется. Одевай ее дома. Кто тебе запрещает одевать ее дома? Одевай дома. Украшайся. Да, одевай джинсы и юбки дома для своего мужа. Здесь нет ничего такого. Если вы будете наряжаться этой одеждой для своего мужа, даже если вы будете носить другую одежду, это не запрещено. Только одевай дома и только для своего мужа, а не для чужих мужчин. Когда ты выходишь на улицу, порочные, грязные языки говорят: есть ли желающие познакомиться с ней? Посмотрите на эту красоту. Некоторые выходят из дома, а на них одежда, которая пригодна для спальни. Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Почему ты отрицаешь хиджаб? Потому что джинсы, штаны более подходят для университета. Мои штаны более подходят для работы. Если бы она одела эти брюки и стала бы перед зеркалом, и взглянула бы на свой вид и хотя бы на минуту задумалась об Аллахе. Что же ты делаешь? Что за вид, в котором ты выходишь? Ты не боишься, что Господь твой не спошлет на тебя мучения и сделает тебя знамением для других? Где ее отец? А где ее брат? А где же ее муж? Как можно пойти и купить своей дочери эту одежду? Люди не понимают, что делают. Люди потеряли в сердце ревность, разум потеряли. О милостивый, милосердный Аллах, одари их разумом и пониманием. Почему же ты отрицаешь хиджаб? Клянусь Аллахом, о шейх, ко мне эта сунна не относится. Они смотрят на женщину сексуальным взглядом. Постоянно говорят о хиджабе. Хиджаб, хиджаб, хиджаб. У них сексуальное отклонение, по-моему. Некоторые журналисты так пишут: у практикующих мусульман сексуальное отклонение. Они думают, что все люди должны освободить женщину и хотят обеспечить честь женщины. Мы же наоборот. Мы хотим успокоить страсть сердца молодых людей. Вы думаете, что это привычное дело и что не привлекает внимания? Нет, наоборот. Вот так, именно вот так вот, когда женщина одевается, она пробуждает страсть у молодых людей. Европа. О, грешник! О, тот, который говорит эти слова! Европа сейчас погрязла в разврате, проституции, в гомосексуализме. Во всем мире нет такого количества изнасилований, как в Европе. Они еще не насытились.
Хиджаб – это защита. Хиджаб – это целомудрие. Хиджаб – это чистота. Хиджаб – это почтение. Хиджаб – это вера. Это повеление Аллаха. Хиджаб – это ревность. Хиджаб – это мужество. И напоследок, почему ты не хочешь носить хиджаб? Ты говоришь, что хиджаб противоречит Корану. Клянусь Аллахом, это самое удивительное из всего того, что я услышал. Значит, та, которая носит хиджаб, ослушивается Аллаха? Как это, о ученая нашего времени? Разве наш Господь не сказал в Коране: «И пусть верующие опускают свои взоры»? Так вот, если мы будем носить хиджаб, то отчего верующие мужчины будут отпускать свой взор? О, дающие религиозные законоположения нашего времени! Разве в обществе мусульман нет христиан, иудеев, огнепоклонников и буддистов? Они все не прикрываются. Вот от чего мы должны отпускать свои взоры. Разве нет мусульманок-грешниц? Да, есть. И от них мы должны отпускать свои взоры. Разве не может быть такого, что у мусульманки, одетой в хиджаб, случайно откроется та часть тела, которая должна быть закрыта? Да, может быть такое. Вот от этого мы должны отпускать свои взоры. Этот аят общий. Он также охватывает и мужское тело. Аллах повелевает отпускать взоры как от женского тела, так и от мужского. Теперь мы поговорим об условиях хиджаба, так как у хиджаба есть свои условия. Хиджаб должен охватывать все тело или все тело, кроме лица и рук. Хиджаб не должен быть украшением, так как хиджаб предназначен прикрывать красоту. Хиджаб должен быть плотным и непрозрачным, дабы не было видно то, что под ним. Хиджаб не должен быть обтягивающим, а должен быть просторным. Запрещено женщине выходить из дома надушившейся. Хиджаб не должен быть похож на мужскую одежду. Хиджаб не должен быть похож на одежду немусульманок. Хиджаб не должен быть таким, чтобы он привлекал внимание людей. Сейчас у нас хиджаб такой, что нуждается в хиджабе. Я его называю наряженным хиджабом. В следующей передаче, если на то будет воля Аллаха, мы поговорим о тайванском хиджабе и о хиджабе, который приказал одевать Аллах и его посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Мы порой видим удивительное. Женщина с открытыми руками, в обтягивающих джинсах и в платке, и говорит, что я ношу хиджаб. Клянусь Аллахом, это не хиджаб. Ни Аллах, ни его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, не повелевали так одеваться. В следующей передаче, по воле Аллаха, мы объясним, что такое хиджаб и какой он должен быть. И в конце несколько вопросов, на которые я хотел бы ответить. Можно ли женщине работать? Да, можно, если она нуждается в работе, или если работа нуждается в ней, с условием, что работа дозволена и в рамках шариата, и что она будет в хиджабе. Чувствуют ли мертвые тех, кто их навещает? Этот вопрос имеет разногласия. Кто говорит чувствует? Потому что пророк обратился к убитым в Прибадре. Омар сказал, они мертвы, на что пророк сказал, они лучше слышат, чем вы слышите меня. А кто говорит, что не слышит, они говорят, что это из особенностей пророка, да благословит его Аллах и приветствует. По милости Аллаха, это вопрос не из тех, на которых строятся дела, и этот вопрос имеет разногласия. Мы завершаем на этом нашу передачу, хотя множество вопросов осталось, на которых мы не дали ответ. Я прошу Аллаха, чтобы дал мне и всем мусульманкам пользу от этих слов, и пусть Аллах воздаст нам добром, и пусть Аллах сделает наших женщин из числа покрытых, а не раздетых, праведных, чистых и очищающихся. Я говорю это слово и прошу Аллаха прощения как себе, так и вам. Мир вам, милость Аллаха и Его благословения.